В офисе никого не было. Что же случилось? Стэнли решил зайти в переговорную в надежде, что он просто что-то пропустил. Хм. Кажется, Стэнли почувствовал, что он должен побыть здесь. В этом маленьком коридорчике. В полной тишине. Напротив комнаты 417. Нет, что вы. Он не собирался входить в нее. Это было бы слишком. Стэнли лишь смотрел издалека. И не глазами, а сердцем. Он видел эту комнату вовсе не так, как его коллеги. Он просто упивался ею. О, это прекрасная стремянка! О, посмотрите на эту изумительную картину с пейзажем или с чем там. Для Стэнли это были минуты поистине вселенского экстаза. Нет. Видимо, все же нет. Оказавшись перед двумя открытыми дверьми, Стэнли, не раздумывая, вошел в левую. Переговорной тоже. Никого не было. Не веря своим глазам, Стэнли решил подняться к кабинету директора в надежде, что там он сможет прояснить ситуацию. Нет, 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 нет! Да нет же! Я умываю руки, я не буду вас подгонять, я вообще буду молчать, я терпелив, просто буду ждать, пока вы достаточно насладитесь таким прекрасным чуланом. Нет-нет, не торопитесь. Дойдя до лестничной клетки, Стэнли поднялся наверх, к кабинету директора.
Зайдя в офис своего начальника, Стэнли еще раз удивился, не обнаружив там ни одной человеческой души. «Да что, черт возьми, все это значит?» — вырвалось у Стэнли. Он принялся перебирать бумаги на столе босса, сбрасывать книги с полки, заглядывать за картины, отчаянно пытаясь найти хоть какой-то ключ к произошедшему. Внимание Стэнли привлекла цифровая панель за креслом начальника. В чем же было ее предназначение? На самом деле эта панель скрывала одну ужасную тайну, находившуюся буквально под ногами. Панель активировалась секретным кодом, который установил сам начальник 2845. Но откуда Стэнли было знать об этом? Какое-то время Стэнли сидел сложа руки. На то, чтобы случайно подобрать комбинацию цифр 2845, нечего было и рассчитывать. Как это ни удивительно, но хаотично нажимая все кнопки подряд, Стэнли совершенно случайно ввел правильный код. Невероятное везение. Он шагнул в открывшийся проход в стене. Стэнли зашагал прямо к большой двери под надписью «Цех управления сознанием». Ярко вспыхнувший свет залил огромный зал с телевизионными экранами. Что за страшная тайна хранилась в этом месте, думал Стэнли. Хватит ли у него сил, чтобы выяснить это? Но вот включились экраны, и их предназначение стало понятным. Мониторы имели номера работников здания, коллег и Стэнли. Жизни стольких людей, включая Стэнли, были впечатаны в эти бездушные экраны и находились под вечным присмотром в этом ужасном зале, где не существовало и слова «свобода». Цех управления сознанием. Это было слишком чудовищно, чтобы можно было поверить в это. Значит, Стэнли все время был под чьим-то контролем. Может, поэтому он и был так счастлив на своей сверхскучной работе, потому что ему просто внушили это, исказив его подлинные эмоции? Нет, он отказывался в это поверить. Да чтобы его жизнь кем-то управлялась, да никогда. Он не допускал и мысли об этом. Это было невозможно. Неужели и вправду вся его жизнь была лишь подделкой? Но вот доказательство. Центр управления. Всюду кнопки. Счастье, печаль, спокойствие, еда, работа. Любое перемещение, все контролировалось или управлялось отсюда.
По мере того, как всплывала страшная правда о его жизни, в Стэнли все больше крепла уверенность в том, что никогда больше этой машине не вмешаться в чью-либо жизнь, ибо он сделает все, чтобы такого больше не произошло. И найдя, наконец, источник энергии, питающий это адское устройство, Стэнли уже знал, что его обязанность, его долг — положить конец этому злу раз и навсегда. «О, Стэнли, ты что, сам включил эту машину? Твоей жизнью столько лет управляли, и ты решил, что теперь пришел твой черед. Теперь ты захотел власти». «Ну, Стэнли, план, наверное, хороший. Но ты должен уяснить себе, что не так уж много и может эта машина. И по сценарию ты должен был просто выключить ее и уйти. Но если ты захотел послать мой сценарий к черту, тебе нужно было тщательней подготовиться. Я боюсь, что твоя власть не такая уж и могущественная, как ты сам думаешь. Как тебе вот такой поворот сюжета?» Стэнли понял, что он только что запустил механизм аварийного самоуничтожения. Не пройдя скрытую проверку на ДНК, он активировал мощнейшие ядерные заряды, уничтожающие весь комплекс. Сколько времени до взрыва? Ну, пусть будет 2 минуты. Это добавляет небольшую перчинку в нашу рутину. Да, Стэн? «Вот, твой час, ты звезда, это твоя история, управляй ей, как сам захочешь. Так даже лучше получилось, чем я хотел сделать. Как жаль, что у нас так мало времени насладиться всем этим. Какие-то жалкие секунды до детонации, но как они прекрасны, каждая из них. Ну давай, наконец, поговорим о тебе, обо мне, о том, чем мы занимались все это время. Даже не знаю, с чего и начать». «Что? Ты хочешь узнать, куда делись твои коллеги? Ты думаешь, это утешит тебя перед концом? Ну ладно, у меня хорошее настроение, да и тебе уже не жить, так что я расскажу тебе в точности все, что с ними случилось. Я стер их, потом выключил машину и освободил тебя. Но это я сейчас так придумал. Иногда я рассказываю историю о том, как ты сидишь в офисе, нажимаешь на кнопки, пока не умираешь в одиночестве. Бывает, что весь офис тонет прямо в земле со всеми его обитателями. Ну или все сгорает до головешек. Однако надо признать, что этот вариант истории вышел очень занимательным. Ты отчаянно ищешь ответы, пытаешься вернуть утраченную власть, захватывающее зрелище. Жаль, что продлится оно так недолго. Но хотя я полагаю, что в следующий раз я тоже выдумаю что-нибудь интересное. Боже мой, всего 34 секунды осталось. Так мало, а мне так хорошо. Знаешь, чем черт не шутит? Давай-ка еще добавим немного времени. Почему нет? Вот они, дополнительные моменты счастья. Цени их, Стэнли. Поживи еще немного. Ну, что ты, Стэн? Что с тобой? Ты решил, что будешь делать? У тебя есть варианты? Ты ведь наверняка подумал, что если есть таймер отсчета, значит, должно быть что-то, что его выключит. Ну, посмотри на себя. Мечешься от кнопки к кнопке, от монитора к монитору, кликаешь по всему подряд. Кнопки с цифрами? Нет, цветные. Нет, может быть, вот эта большая красная кнопка. Или, может быть, дверь? Хоть что-нибудь. Должно же быть хоть что-то, чтобы меня спасти. Думаешь, должно? Почему ты решил, что даже теперь ты сможешь выиграть? Ты совсем не знаешь, зачем на самом деле нужно это место.
А нужно оно только для того, чтобы ты разочаровался. Вот тебе небольшая подсказка. Этот таймер совсем не для того, чтобы ускорить ритм игры. Он просто отсчитывает секунды до твоей смерти. Ты играешь сам, а не смотришь ролик. Только для того, чтобы дать мне насладиться твоим бессилием и твоим смирением. И не надо тут ничего выдумывать. Это просто трагедия. Ты хотел власти над этим миром. Чудесно. А я хочу его уничтожить, так что извини. Взгляни на часы, Стэнли. У тебя еще есть немного времени. Оно скоро пройдет. А потом большой взрыв, и потом пустота. Вот и весь финал. Тебя разорвет на куски. Будешь ли ты до последнего цепляться за жизнь? Или уйдешь смиренно? Вот тебе и выбор. Сделай его. Или не делай. Будет весело в любом случае. И поверь мне будет очень смешно наблюдать твою новую жизнь от самого старта игры до того момента, когда я скажу, они жили долго и счастливо.